Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе «Транспорт по расписанию» в столичной администрации готовит проект, направленный на улучшение обслуживания пассажиров. О вещах сакральных, презентация монографии о религиозных культах и ритуалах абхазского и адыгского народов. Городской общественный транспорт будет ходить по расписанию. Соответствующее распоряжение администрации города Сухум вступит в силу в мае этого года. Какие еще изменения произойдут в работе столичного общественного транспорта, расскажет Сария Смар. Работа общественного транспорта зачастую вызывает много нареканий у населения, ведь на сегодняшний день график движения троллейбусов и автобусов, а также маршрутных такси существует лишь на бумаге и в большинстве случаев не соблюдается. Зачастую после 9 часов вечера добраться с города или рынка до микрорайонов Сухума бывает практически невозможно, или же приходится подолгу ждать до последнего пассажира. А в часы пик по всем направлениям количество пассажиров превышает количество мест в автобусе в 2 раза. Это создает большие неудобства для тех, кто пользуется услугами общественного транспорта. Решить эту проблему не удавалось все послевоенное время, но в администрации города нас заверили, что в скором времени столичный общественный транспорт будет ходить по расписанию. Более того, с мая месяца будет осуществляться переход на летнее время. Действительно имеет место быть такая ситуация, но дело в том, что в работе городского пассажирского транспорта существуют зимние и летние графики движения. К большому сожалению, та материально-техническая база, которая у нас на сегодняшний день есть, в зимнее время не позволяет выпускать муниципальные автобусы позже 7:30. То есть на сегодняшний день по зимнему графику у нас в сторону Нового района и в сторону Маяка последние автобусы, они от рынка выезжают 7:30. С 1 мая до конца мая мы увеличим на полчаса этот интервал, то есть они последние будут уходить 8 часов. По летнему графику они будут последние автобусы по этим направлениям будут выходить 9:30. То есть по мере образования соответствующего пассажиропотока мы будем увеличивать интервал движения. К большому сожалению, когда низкий пассажиропоток, то есть в зимнее время, необходимо понимать, что работа муниципального автотранспорта, она изначально, в принципе, убыточна. А если мы будем гонять пустые автобусы, в зимнее время, понятно, что все люди, всем нужно уехать, но существует определенная экономика, и из-за 2-3 человек, к большому сожалению, целый автобус не представляется возможным, пока, во всяком случае, ставить на линию и, соответственно, продлевать время движения. Но в то же время для того, чтобы повысить комфортность транспортного обслуживания, в настоящий момент нами прорабатывается с руководителями автотранспортных предприятий возможность работы на линии дежурных микроавтобусов именно частных перевозчиков. Хочу подчеркнуть, что это тоже не так просто, потому что это частный автотранспорт и это не муниципальный, и для того, чтобы обеспечить это, необходимо вести определенные переговоры с предпринимателями, но у нас вроде бы это получается. На сегодняшний день общественные перевозки в Сухуме выполняются подвижным составом МУП «Сухумское автотранспортное предприятие» и МУП «Троллейбусное управление администрации города Сухум». В троллейбусном управлении 25 троллейбусов, часть из которых не задействована из-за отсутствия квалифицированного водительского состава. Вне зависимости от выходного или рабочего дня, согласно зимнему графику движения, ежедневно на линию выезжает 8-10 троллейбусов. Внутригородские регулярные пассажирские перевозки выполняют также 23 муниципальных автобуса и 216 микроавтобусов частных перевозчиков, работающих по договору с МУП «Сухумское автотранспортное управление». На пригородных международных маршрутах работает 64 микроавтобуса и 5 муниципальных автобусов. В среднем в квартал троллейбусами перевозится около 200 тысяч платных пассажиров, которые приносят выручку в размере около 1 миллиона рублей. Но в то же время затраты за этот период превышают 9 миллионов 600 тысяч рублей. Это обусловлено в первую очередь высокой степенью износа тягового оборудования контактно-кабельной сети, которая эксплуатируется с 1968 года. Кроме того, увеличились расходы на техническое обслуживание и ремонт самого подвижного состава, который был приобретен в 2010 году. То, что у нас сегодня по городу троллейбусы вообще в принципе могут ездить,
Это ежедневная, кропотливая, часто неблагодарная работа тех людей, которые ежедневно пытаются поддержать в более-менее рабочем состоянии то оборудование, которое уже давно эксплуатации не подлежит. Кроме того, необходимо отметить, что сами троллейбусы, они приобретались еще в 2010 году, у нас уже пошел 6-й год их эксплуатации, но экономика работы транспортной отрасли, она устроена таким образом, что где-то после 3 лет эксплуатации все эксплуатационные затраты, они начинают увеличиваться в арифметической прогрессии. А с учетом состояния нашего дорожного полотна, нашей улично-дорожной сети, эта ситуация еще более усугубляется. Поэтому хотелось бы отметить, что в существующих условиях, я не хочу сказать, что все идеально, но в существующих условиях работники троллейбусного управления стараются сделать все для того, чтобы максимально обеспечить жителей и гостей нашей столицы транспортными услугами. Несмотря на все существующие проблемы, в планах столичной администрации обеспечить максимум комфорта людям, которые пользуются общественным транспортом. В первую очередь в автобусах планируется размещение табличек с расписанием движения транспорта и номеров телефонов диспетчерской отдела транспорта администрации Сухума, по которым можно будет осуществлять звонки для жалоб и предложений. Также график движения транспорта будет размещен на остановках общественного транспорта. В планах и установка видеорегистраторов, которые будут фиксировать происходящее как в салонах, так и по ходу движения общественного транспорта. Процесс будет запущен по мере поступления средств на реализацию этих мер. В ближайшее время также планируется запустить обновленный сайт, куда люди могут обращаться с любыми интересующими их вопросами о работе общественного транспорта. Заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча также рассказал о своем видении того, как через несколько лет транспортная отрасль в городе должна функционировать. Он отметил, что в перспективе у столичной администрации оптимизация маршрутной сети, структуры парка транспортных средств и графиков движения, внедрение безналичной системы оплаты проезда. Безналичная система оплаты проезда, она предусматривает различные способы оплаты. Значит, в первую очередь это, безусловно, бесконтактная карта. Это, в теории это может быть та же карта АПРА, которая у нас сегодня есть. Кроме того, это могут быть единоразовые проездные талоны, которые должны будут продаваться на территории города, в соответствующих кассах. И третий вариант – это оплата непосредственно наличными через соответствующий терминал. То есть существуют различные способы. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами, которые могли бы это реализовать. Но здесь проблема заключается не в технической составляющей, в технологии установки, а, естественно, в финансовом аспекте. Для понимания, речь идет не об одном десятке миллионов рублей. То есть это соответствующее программное обеспечивание, это оборудование в автобусах, это центр обработки данных, это очень достаточно сложная система. Установка системы мониторинга работы общественного транспорта с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать в режиме реального времени работу на линии каждого автотранспортного средства, видеть отклонения от маршрута, непроизводственные отстои, поломки, контролировать уровень расхода топлива и многое другое, также в планах у столичной администрации. Но осуществить этот проект не представляется возможным в ближайшее время по причине отсутствия средств. И последнее, самое главное направление для упорядочения работы городского, пригородного, междугородного и международного пассажирского и грузового автомобильного транспорта в республике и повышения эффективности его деятельности в первоочередном порядке требуется разработка нормативной правовой базы устава автомобильного транспорта Республики Абхазия. Сария Смырсаид Айба, Абхазское телевидение. Распоряжением главы государства создана комиссия по организации и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения видного государственного деятеля, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтябша первой степени Сергея Дбар. Комиссию возглавил первый вице-премьер Шамиль Адзунба. Праздничные мероприятия будут проведены в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. В плане мероприятий также доклад о жизни и деятельности Сергея Дбар, воспоминания современников, видеохроника. 2 мая в день юбилея состоится возложение цветов к могиле Сергея Дбар.
В связи с кончиной заслуженного артиста Абхазии, заведующего эстрадным отделением Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба Джансуха Чамагу распоряжением премьер-министра Артура Миквабия создана комиссия по организации похорон. Председатель комиссии, глава администрации города Сухум Адгур Харазия. Траурный митинг пройдет 13 апреля в Сухумском доме учителя. Делегация парламента Абхазии приняла участие в торжествах, посвященных 25-й годовщине образования законодательного органа Республики Южная Осетия в Цхинвале. В рамках программы торжеств прошла встреча председателя парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова с делегацией Народного собрания Абхазии во главе со спикером Валерием Бганба. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и ближайшие совместные планы. Спикеры подписали новое соглашение о сотрудничестве между парламентами двух республик. Завершилась рабочая поездка делегации Государственного комитета Абхазии по молодежной политике в Южную Осетию. Основная цель поездки – реализация совместных молодежных проектов, проведение различных форумов, в которых молодежь обеих республик примет активное участие. В рамках поездки обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия между двумя молодежными ведомствами. В рамках нашего визита была проделана немалая работа. В первую очередь мы провели ряд встреч, непосредственно межведомственные встречи провели. Встречались с молодежью Южной Осетии, встречались с ветеранами войны, участниками Отечественной войны народа Абхазии. Целью поездки было наладить взаимоотношения. Буквально скоро нам предстоит подписать соглашение о сотрудничестве. Ознакомительная миссия была. Хочется сказать, что руководство Южной Осетии очень тепло, очень горячо приняло нас, рассказали, показали, как у них реализуется государственная молодежная политика. Отрадно, что руководство республики на очень высоком уровне реализует молодежную политику, у молодежи есть поддержка, это видно. Отрадно было видеть, что у них уже есть молодежный центр, чего нет у нас пока еще. Были достигнуты следующие результаты. В первую очередь мы договорились о совместных проектах как на территории Абхазии, так и на территории Республики Южная Осетия, а также в тот же период в Южной Осетии присутствовала делегация из России, из Москвы, это Международный молодежный центр. Договорились, что на различных площадках у нас будут реализованы совместные проекты. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Артуром Миквабия примет участие в работе второго Ялтинского международного экономического форума. В составе абхазской делегации министр экономики Адгур Арцинба, глава администрации Гагарского района Беслан Барцец и депутат парламента Дмитрий Гумба. Второй Ялтинский международный экономический форум будет посвящен вопросам создания благоприятной среды ведения бизнеса в условиях единственной, созданной в Российской Федерации, свободной экономической зоны. Форум пройдет с 14 по 16 апреля в Ялте. В Государственном музее прошла презентация книги «Святилища Абхазов и святые места адыгов. Сравнительно-типологическое исследование». Монография стала результатом исследований, проводимых под руководством научного сотрудника Адыгейского института гуманитарных исследований Беллы Хатко Агарба. Проект получил поддержку Российского гуманитарного научного фонда. Репортаж Ренаты Шакая. Проект «Священные места абхазов и адыгов. Традиции и современность» можно рассматривать как начало нового этапа в исследовании традиционной культуры и обрядово-ритуальной практики народов Северного Кавказа. Его отличительные особенности заключены в использовании новых методических подходов, сравнительно-типологическом и иеропическом, фокусирующем внимание на формах человеческой деятельности, направленных на возникновение и поддержание сакральных пространств и объектов в современном мире. Двухгодичная работа над проектом позволила ее участникам побывать на многих семейно-родовых и общенациональных молениях в абхазских святилищах, совершить экспедиции в различные абхазские и адыгские селения, снять на видео и документировать значительную часть современных сакральных объектов, провести несколько научных мероприятий как в Майкопе, так и в Сухуме. Книга на русском языке, которая рассказывает о святилищах, о той традиции сохранения обрядовой культуры, о целой системе родовых святилищ, которые начинаются от семейных святилищ и заканчиваются общенародными, о том институте Анахапааю,
который тоже очень строг и очень регламентирован в культуре. Это будет очень интересно для всех русскоговорящих и русскочитающих, потому что эта книга распространяется на всем постсоветском пространстве, и она вписана в те научные интересы, которые сегодня характерны для многих народов. В книге представлены наиболее полные сведения о современной еропической деятельности в абхазской и адыгской культурах, новые факты, фокусирующие неиссякаемый творческий источник этносов. Данные об активных процессах возрождения утраченных обрядов и ритуалов позволяют делать оптимистические прогнозы в отношении развития абхазской и адыгской этнических культур. Это интересно, это нужно, необходимо для изучения нашей истории, для воспитания подрастающего поколения в духе традиций, почитания святых мест и всего того, что создает образ кавказца, абхаза, адыга. Глубокий анализ современного состояния еропической деятельности двух народов дает развернутое представление о степени их близости и наличии различных отличий, определяемых различными культурными потерями и приобретениями. Монография адресована культурологам, историкам, этнографам, краеведам и всем тем, кто интересуется культурой Кавказа. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в конференц-зале Государственного геологического музея в Москве состоялась презентация книги писателя и историка Дениса Чичхаля, посвященная композиции храмов средневековой Абхазии. Полное название исследования – трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии и ее влияние на архитектонику памятников Алании, Руси и Трапезунда. Как прошла презентация и каковы особенности этой работы, расскажет Елена Лолуа. Монография Дениса Чичхаля, писателя, публициста, историка – это его первый опыт углубленного изучения пристроек перед входом в храм или церковных притворов в широком географическом и хронологическом диапазоне. Предмет изучения – это средневековая архитектура. Архитектура зодчества – это особенно культовое зодчество, храмовое зодчество – это величайшее достижение человеческого гения. Особенно освященное светом евангельского учения. И это один великий смысл, большой смысл, который был в работе Дениса Киршаловича. Исследование трехпритворной композиции храмов подводит автора к мысли о том, что в средневековой Абхазии существовала своя самобытная архитектурная школа. Это большая исследовательская проблема, выявление национальных этнических черт в храмовой архитектуре. Многие над этим бились. И многие отрицают даже эту проблему. Но мне кажется, то, что Денис Чичхаля написал в своей книге, те аргументы, которые он привел, свидетельствуют о том, что именно в среде, в этом общем потоке храмовой архитектуры есть очень яркие образцы, основанные на этническом самосознании, этнической идентичности, которые демонстрируют абхазские храмы. Денис Чичхаля рассказал, как трехпритворная композиция храмов в средневековой Абхазии оказала влияние на архитектонику памятников соседних стран. Презентационная лекция автора книги сопровождалась показом изобразительных материалов. Например, он подробно остановился на архитектуре Мокского храма. Здесь одни формы поют простейшие, лаконичнейшие. И видите, чередование известковых камней с рядами кирпича. Тот самый прием опус микстум, о котором я вам говорил. Это не первая работа по церковному зодчеству Дениса Чичхаля. Искусствоведческая статья на данную тему «Самобытный стиль абхазской архитектуры» была опубликована в 1986 году. Затем в составе книг и отдельными публикациями выходили исследования автора. Это «Древности Ткварчала», «Мокский кафедрал», «Абхазская святыня Старого Сочи», «Абхазская школа византийской архитектуры». Елена Лоло, Абхазское телевидение. Международный турнир «Кубок Донбасса» по косике карате прошел в Донецке. В турнире приняли участие команды из Абхазии, России, ДНР и ЛНР. Абхазию представляли 6 спортсменов. В общекомандном зачете наши спортсмены заняли 2-е место.
В городе Армавир завершилось отборочное первенство Юга России по самбо среди юношей и девушек 2000 и 2002 года рождения. В турнире приняли участие 374 сильнейших спортсмена из всех регионов Южного федерального округа России. Команду Абхазии представляли сухумские самбисты. В весовой категории до 55 килограммов третье место занял Михаил Баласанян. Гаяне Питикян также завоевала бронзу в весовой категории до 65 килограммов среди девочек. Наши спортсмены добились права участвовать в первенстве России, которое пройдет в мае в городе Оренбург. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14, днем 16-18 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.